времени суток, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас и, конечно, город женщин. Как всегда, с самого утра готов порадовать вас интересной информацией. Вы знаете, сегодня я проснулась с мыслью о том, что как же все-таки здорово просыпаться именно с мыслью о том, что ты красавица. Вот здорово подойти к зеркалу и сказать: я красивая. И ведь неважно, в каком ты настроении, какого ты возраста, неважно, в каком конце нашей необъятной планеты ты проживаешь. Самое главное – считать и ценить себя самой красивой, самой лучшей на Земле. Сегодня я решила пригласить в студию красивых, очень таких уникальных женщин, дабы показать, что красота, а это ведь не какое-то возрастное, да, ощущение. Красота, она такая, знаете, образ это собирательный. И первая наша гостья Зинаида Калачикова, она является у нас имиджмейкером, но обычно мы говорим это имидж-стилистом. Вот так вот. Зинаида, доброе утро, здравствуйте. Проходите. Ну, посмотрите на буйство красок. Сразу понятно, человек из какой сферы. Зинаида, мы сегодня решили не скрывать ваш возраст. И, возможно, давайте телезрители подумают немножечко, минуточку, да, вот подумайте, сколько же лет нашей Зинаиде. А вы пока представитесь, откуда вы родом и вот как вы выбрали такую интересную профессию, как имидж-стилист. Я Калачикова Зинаида, я родом из Тампонского Алуса. Родители сейчас живут в Кандыге. Я вот совсем недавно, между прочим, стала имидж-стилистом. Вот-вот. После 50 лет. Вот, уже подсказка зрителям, что Зинаиде уже за 50. Хорошо, дальше. Так, мне любовь к стилю, к моде привила моя мама. Да вы что? Да. Хоть вы и жили в таком, да, небольшом поселке. Но она была та еще модница, но и сейчас она модница. И она привила любовь к шитью. Она посадила за машинку вот такую ручную уже меня 7 лет. То есть, вы знаете, да, я открою небольшую тайну, я родом тоже с поселка Хандыга. Да? И вот здесь хотелось бы сказать, мы вот хандыгские, тампонские, мы такие, да? Я потому что тоже шила, мама. Правда, я пижамы шила и наволочки, но я тоже уже в школьном возрасте сидела за машинкой. Вот, потому что было же проблематично приобрести какие-то вещи. Достать что-то из одежды вообще проблема. И моя мама перешивала свои вещи на меня, и я каждый праздник я блистала какой-то новой вещью. Мне, кстати, мама тоже маскарадные костюмы шила из своих старых бархатных платьев. Да. А вот, ну хорошо, вот вы, допустим, в детстве на вас все мама перешивала, и вы уже знали, да, что такое рукоделие, да, и шитье. А выбор профессии, вот дальше, кем вы стали? Я стала графическим дизайнером. Профессия творческая. Да, творческая и обязывает тоже быть всегда на высоте. Вот сейчас у нас есть фотографии ваши, да? Как вы выглядите сегодня вот, в повседневной вашей жизни? И здесь, мне кажется, телезрители, обратите внимание, но вот это вот такая бабушка, это замечательная мама, да? Вот сегодня ваш образ, это вот такой, знаете, даже какой-то, ну, мне кажется, прям никак не соответствует слову бабушки, да? Вот как вы пришли к этому? Тем не менее. Это повседневный труд, это любовь к себе, это мое внутреннее состояние. Что такое стиль? Это стиль, это подача внутреннего состояния наружу. Это вот так вот подаешь себя. Вот у меня какие-то... Я в раздумьях, да. Я в прошлом году поменяла жизнь вот так вот. В прошлом году? Да, осенью начала свое обучение. Я же обучаюсь онлайн. Да вы что? Да. То есть вы не сидите, не строчите? Я развиваюсь. То есть вы за 50 решили еще и дальше продолжать совершенствовать себя? Онлайн-обучение.
Я каждую... И не одну школу, я много школ закончила. Как здорово. Чтобы начать свою деятельность. Ну, в смысле, не деятельность такую. Да, да. Ну, то есть вы сегодня все-таки имидж-стилист, и все ваши вот курсы, которые вы обучаетесь, это вот у вас связано именно с этой деятельностью, да? Вы увлеченно стали заниматься еще визажом, да? Да. То есть вы сейчас еще из себя можете преобразить за несколько Да, секунд. преобразить. Я обучалась у лучших визажистов. И теперь? И теперь я практикую, я теперь Все, могу... красота всё. везде. Да. И в одежде, и на лице. Как же без... Оделся красиво, надо накраситься Да, хорошо. действительно. Да. Давайте пойдем посмотрим ваш гардероб. Дорогие телезрители, Зинаида сегодня нас порадует. Открываем наш волшебный шкаф. И здесь вещи нашей Зинаиды. Так, ну что, посмотрим, Зинаида. Так, я тут собрала, например, вещь. Вот моя любимая вещь, да, я люблю вообще этностиль. Это я защитила диплом по этнотематике, и оттуда пошла моя любовь к этнике, да. Вау, смотрите, Ага. вот этот жилет, скажите, это ручная работа или нет? Это ручная моя работа, И собственно. вы прям все расписывали, да, на всё. коже. Какая красота! А вот скажите, вы вот так ходите в повседневной жизни? Без проблем. Без проблем одели и пошли на работу, Мгм. так сказать, да? Конечно. Отлично, хорошо. Что у нас еще есть? Так, у меня еще вот все вещи я тут принесла, как показать капсульность гардероба, Мгм. да. Все вещи сочетаются между собой, например, да. Я могу вот, ага, Вот такой вот этот пиджак, пиджачок такой. пиджачок. А посмотрите, могу- какой аксессуар модненький. Вот такой милый лисенок, да, это? Мгм. Тоже этой- из дерева. С этой вот кофточкой, да, с этими брюками, да, Мгм. могу надеть. А вот такую обувь Еще и обувь у нас. Вот Да. такие ботинки. грубые, да. Ну, посмотрите, какая красота. Мода прям, знаете, шик, блеск и красота. Я уже просто вот держа это, я бы с удовольствием прошлась в таком образе по улицам нашей столицы. Да, еще вот с такой юбкой. А, С такой юбкой, правда, кофту я что-то... вот она. в общем, у вас В общем, все капсульно. все капсульно. То есть вы такой приверженец капсульного гардероба, да? Да. Еще и так, ремешки. Ой, очки. очечки-то мы еще делаем. И вы любите, да, аксессуарами дополнять? Ой, аксессуары имеют очень большое значение. Если у нас одежда не очень такая кричащая, Мгм. это можно украсить аксессуарами. Очечки. Вот посмотрите, Зинаида носит вот такие очки. Да. Вот такие очки могу носить. Вот, она любит желтый цвет, вы знаете? Прям, Я желтая. вот, я желтая. Говорит, «Да посмотрите, вот такую шапочку одевают с очечками и вперед. Вот так вот. Ну разве мы не красавицы? Вы посмотрите на нас. Мне кажется, вообще просто кричащий образ, да? Хорошо, а вот если говорить о вот меня, давайте Да. приукрасим меня. Вот я сегодня одела базовую водолазочку, потому что нам все стилисты говорят, базовая надо одевать. Вот одела водолазочку, а хочу преобразиться с легкой руки Зинаиды. Так, Освежить, да? немного? освежить образ можем таким образом. Микрофончик. Мгм. Даже шарфик надо завязывать правильно, смотрите. Она кончик завязывает, видите? Оп. Узелочки делали, а потом через него она пропустила. Вот. Все гениально просто, товарищи. Шарфик, а уже другая, да? Мгм. Подождите, у нас же тут еще вот такие есть, вон шляпку, вы посмотрите. Вот здесь можно гардероб ее просто рассматривать часами. Шляпка. Она может, когда вот так носиться, да? И еще вот так вот. И вот так пошли. А скажите, а вот вы всегда выделялись, да, вот прям с самого детства среди всех? Да, я люблю так выделяться. Да? А вот как вы отважились на такую прическу? Я вот прям смотрю на вас. Просто, может, телезрители не заметили, но недавно я обрезала 30 сантиметров волос. Меня за это чуть не наругали, мягко сказать, да? Но вот, а как вы отважились на такую креативную прическу?
Ну, я выделяться люблю, и это, между прочим, очень удобно. Действительно, меньше шампуня. Да, меньше капель, капелечку. Да-да-да, не надо укладок делать, да? Да. Просто помылась и пошла. Вовремя подстричься. Вовремя Сходить в подстричься. парикмахерскую. и А всё. давайте посмотрим, как вы выглядели в молодости. У нас Давайте. есть фотография. Вот, Зинаида у нас сидит в нижнем ряду в черном платьишке, да? Это сама шила жакет. А, это вы жакет шили. Мгм. Вот, посмотрите. Это ваши подружки, Это однокурсницы? мои одноклассницы. Мгм. Мы в разных городах учились, но собирались всегда в одном городе, в одном из городов, в Питере или в Новосибирске. И раньше была такая мода, что как только собираешься, Мгм. не у всех же там были фотоаппараты. Мгм. Мы обязательно шли в фотостудию, да, и фотографировались на память. Вот, ну вот, подружки-красавицы, и вы тоже. Ну, давайте откроем секрет для телезрителей. Сколько вам лет? 54. 54. И Зинаида у нас имидж-стилист, которая стала обучаться и поменяла свою жизнь после 50 лет и до сих пор обучается всему новому. И, конечно же, вот несет такие яркие краски в массы. С Зинаидой мы не прощаемся в конце эфира. Мы вернемся вновь к ней. А зачем, вы узнаете чуть позже. Всё. Ну что, мы продолжаем наш эфир, и вот мы познакомились с нашим имидж-стилистом Зинаидой, а сейчас хотелось бы пригласить в студию титулованных красавиц. Девушки-красавицы, проходите, давайте знакомиться. Сегодня с нами первая вице-мисс этнокрасы 2019 Дарья Слепцова, а также вторая вице-мисс этнокраса 2019 Диана Ансимова. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Ну что, 1 ноября прошел второй межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2019». И вот ближе ко мне находится у нас Дианочка. Диан, расскажи, пожалуйста, как ты отважилась принять участие в подобном конкурсе красоты? Ну, вообще это произошло неожиданно. Мгм. Я хожу на танцы в один коллектив, и там мне предложили поучаствовать в конкурсе. Я, не раздумывая, почти сразу согласилась, потому что, ну, это очень такой конкурс, очень хороший, хорошо показать себя можно на нем. И я о нем слышала еще в 2014 году. Да ты что, уже Да. давным-давно интересуешься, да? но я тогда была маленькая очень для этого Маленькая. конкурса. Тут подросла и решила Да. принять участие. Дарья, а ты откуда узнала про этот У конкурс? меня тетя работает в ДК Кулаковского, и как бы она моя родственница, и она мне предложила, и я, не раздумывая, тоже пошла. Ну, это же не типичный конкурс красоты, не надо обладать, да, значит, высоким ростом там, или фигурой 90-60 на 90. Здесь мы все-таки говорим про этническую красоту. Значит, вы должны были представлять какую-то диаспору, либо какое-то сообщество, да? Вот, расскажите, представителем кого вы были? Я была представителем русской общины. По Мгм. мне сразу не скажешь, но вот так вот. У меня очень многонациональная семья, и поэтому на самом деле я русская в большей степени, Мгм. если можно так сказать. Ты была представителем русской Русской общины. общины. А Даренька? Я представляла государевых ямщиков Средней Лены, так как мои родственники являются ямщиками. Мой прадедушка был ямщиком. Вот так вот. Девочки, вот очень интересно. Дарья, ты интересуешься, да, культурой, да, своих родственников, да, родни? Или же все-таки тебе это просто как бы обязывает вот этот титул, ты узнал об этом? Или у тебя в семье часто вы об этом говорите, рассуждаете? Ну, в семье у меня много родственников, кто поет, танцует, Мгм. и как бы я тоже заинтересованная где-то тут. Мгм. И, ну, как-то не знаю. Мгм. А так я больше по степени как бы тоже русская. Тоже русская всё равно, да? Хорошо, девочки, расскажите, как проходил конкурс, вот насколько сложно было и самый сложный этап для каждой из вас. Ну, конкурс состоял из 3, так сказать, этапов. Первый это была визитка. Для меня он самый сложный, потому что это первый этап. Ты выходишь, показываешь себя, жюри сразу же оценивают тебя, твою Мгм. походку, во-первых, и как ты разговариваешь, насколько ты искренне Мгм. разговариваешь. И нужно было показать себя настолько хорошо, чтобы вот у жюри сложилось мнение о тебе сразу же.
Так что это было очень Сложно, для да? меня. Хорошо. Дарья, а ты как помнишь? У нас у всех участниц было сложно самое первое, это визитка. Визитка. Да, потому что ты визитки показываешь, свой народ представляешь, свою, как бы, вот это все раскрываешь, тебе страшно, и вообще было очень, А было эмоций много. А было. второй и третий этап это было? Второй этап — это у нас обряд, и ты должен показать свой талант. А третий этап — это уже национальные костюмы, проходка по национальным костюмам. Вот так вот, да? Девочки, вы, наверное, всему обучались, да, и вот как осанку держать, и как вот проходку вот эту самую, да? Вот скажите, пожалуйста, считаете ли вы, вот проснулись вы утром 2 ноября, вот это вот звание, да, первая вице-мисс, вторая вице-мисс «Этнокрасы 2019», дало ли вам ощущение, что вот проснулись и говорите «я красавица»? Или все-таки у вас это чувство всегда было семьей привито к вам? На самом деле меня мама вот то же самое спросила у меня 2 ноября с утра. Считаешь ли ты себя теперь вообще красавицей? Ну, на самом деле я подумала, и вроде ничего особо сильно не изменилось. Просто появилось такое ощущение, что ты стал ближе к своему народу, и теперь многие знают, что ты вот из этого народа. Представителем которого ты выступила, гордость у тебя, да? Хорошо, а у Даши? Я считаю, ничего не изменилось, просто как бы для себя получила кучу эмоций, новые знакомства также. И как бы красавица всегда в душе как бы есть, каждый красив по-своему. Вот тогда следующий вопрос. Что для вас красота женская? Вот все-таки вы представители у нас молодого поколения, да? И вот что для вас красивая женщина? Для меня красивая женщина – это женщина красивая душой, которая умеет правильно себя подать. Вот с любой внешностью, как ты себя подашь, от этого будет зависеть не от того, как ты красив внешне, а насколько внутренне. То есть для тебя внутренняя красота – это показатель вот, Да. красоты женщины. Для Я Дашеньки? считаю, женской красотой является доброта, конечно, и самое большое значение — материнство. Родить и воспитать детей. То есть ты считаешь, что красота женщины заключается в материнстве? Да. Какие вы умнички, девочки. А вот сколько вам лет, если не секрет? Мне 17 лет. 17 лет всего Мне лишь? 16. 16 лет, да вы что? Я прям себя сейчас почувствовала тетя Даша. И вот в этот момент, девочки, а будущие профессии вот выбрали, наверное, уже, да, себе? И пока ты учишься в школе, ну, кем ты мечтаешь стать? Я учусь в 11 классе. И все еще думаю, кем же я могу стать. Но я учусь в экономическом, на экономическом профиле. И думаю стать пока экономистом или же международным экономистом. Вот так вот. А у Даши уже Я путь уже учусь, я ушла после 9 класса, учусь на воспитателя дошкольного. Я очень люблю детей. Очень любишь детей, какая умничка. Ну, с таким голосом, наверное, все дети будут у тебя вот так стоять по струнке. Встали, сели, да? Хорошо, девочки. А вот эталоном красоты вот женщины кто для вас является? Эталоном, ну, для меня является, наверное, Энн Хэтэуэй. Да ты Да, что, она вот так вот, да? Немножко, ну, не русская, но Да. для меня все-таки смотрю на нее, и мне очень Вот нравится. чисто внешне, да? Да, чисто внешне. если смотреть. Молодец, хорошо. У Дашеньки? Я считаю свою маму. Мамочку, да? Потому что это все, ну, как бы мне дало красоту моя мама, мой папа, и как бы я считаю, это мама. Умнички. Ну вот возвращаясь все-таки к этому потрясающему конкурсу, вот сегодня у вас уже есть свой титул, да? Планируете ли вы дальше участие в конкурсах красоты? И вообще, насколько важно девушкам в вашем возрасте принимать участие вот так вот? Ну, в будущем я считаю, что я буду участвовать где-нибудь в каких-нибудь таких конкурсах и надеюсь уже на победу, потому что уже опыт есть, я уже знаю, как это делать. И желаю вот всем девушкам уже записываться на такие конкурсы, потому что это дает огромный опыт, новые знакомства и также множество возможностей в будущем. Если, конечно, предложат, то я, конечно же, пойду. А так, то, что ты собираешь всякие грамоты, сейчас диплом, тебе на дальнейшую профессию тебе как бы плюс дает большой. То, что я учусь, учусь на дошкольном, и как бы мне будет давать это большой плюс, то, что я где-либо участвовала.
Вот так вот. Умнички, девочки. Ну что, мы желаем вам, конечно же, успехов в вашей учебе. Учитесь, мне кажется, сейчас для вас это самое главное. Ну и, конечно же, принимайте участие в хороших конкурсах красоты, вот достойных вас. И дай бог вам всего самого наилучшего. Спасибо вам. Спасибо. большое. Девочки, дорогие наши, провожаем вас. Ну а сейчас хотелось бы отметить, что наступил сезон, когда демисезонную обувь нужно убирать уже в коробочки, в шкафчики. А что диктует нам мир моды зима 2019? Узнаем прямо сейчас. Самое время задумываться о теплой зимней обуви. Мы не зря находимся в магазине Миадонна, ведь именно здесь есть большой выбор обуви на любой вкус. Хочется начать, конечно же, с моделей, похожей на актуальные мартинсы. Здесь они представлены в очень красивом, насыщенном оттенке. Эта модель на меху, очень теплая. Подошва не будет скользить, что немаловажно. Если вы не готовы к экспериментам, можете отдать предпочтение ботинкам в черном цвете. Это такая база, которая всегда будет актуальна. Такие грубые ботинки очень хорошо сочетаются с женственными образами, с платьями, юбками миди, также мини-платьями. Тем самым идет такой контраст, и образ получается очень современным и свежим. Вот эта модель очень похожа на кроссовки, но такой зимний вариант. Очень хорошо будет смотреться с пуховиками и с теплыми штанами. Не нужно зимой бояться короткой обуви, наоборот, в ней очень удобно, и при этом вы остаетесь стильной и вам тепло. Очень важно, когда мы выбираем зимнюю обувь, чтобы подклад был из натурального меха. Также обращаем внимание на швы и подошву, чтобы она была не скользкая и достаточно массивная. Хочу перейти к моей самой любимой модели обуви. Это абсолютный тренд, уже второй сезон. Такую обувь можно носить как главным акцентом в образе. Например, у вас полностью Total Black, да, вы вся в черном, и как акцент эти белые ботинки. В основном зимой все ходят в черном, хочется ярких красок, хочется свежести, цвета больше. Мой фаворит – это эти серые сапоги на устойчивом каблуке. Мне очень нравится их цвет, они светлые, визуально будут делать вас выше. Продолжая эксперименты, хочу, чтобы вы обратили внимание на данную модель обуви в таком ягодном цвете, фиолетовом, да. Они исполнены в модели Евромех, то есть мех чуть выше щиколотки, но он натуральный, то есть ваши ноги все равно будут в тепле. Советую вам не экономить на зимней обуви, она вам прослужит не один сезон и не потеряет своей актуальности. Также в Миадонна представлен большой выбор черной обуви, как замшевой, так и кожаной. Мне нравится эта модель в спортивном стиле, на толстой подошве. Замша будет очень хорошо согревать зимой. И также эта классическая модель, кожаная, благодаря своим вертикальным линиям будет удлинять вашу ногу. И небольшой такой аксессуар освежит образ и в целом эту модель. Надеюсь, мои советы вам пригодятся. Всем удачного шопинга и теплой зимней обуви. Всем пока! Замечательный сюжет, и я вот смотрю на свою демисезонную обувь. Жаль, конечно, что ее приходится убирать в коробочки, но я думаю, я обязательно схожу в магазин Миадонна, приобрету зимнюю коллекцию и буду выглядеть так же модно и красиво. Ну а пока демисезонная обувь, убираю тебя в коробочку. Ну и, конечно же, одеваю свои коронные желтые туфли и ухожу приглашать следующую уважаемую гостью. Знаете, все-таки красота, она ведь такая
относительное, да, это все-таки термин такой относительный. И знаете, следующая гостья утверждает, что даже находясь в пенсионном возрасте, можно быть счастливой, красивой и обаятельной. Знакомьтесь, Валентина Соломонова, Долгуна. Добро пожаловать в город женщин. Ой, Валентина, вот так вот, с такой походкой встречаю вас. Проходите, пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Вот знаете, когда я спросила Валентину, как вас представить, она говорит, а так и представь, пенсионерка. Да. То есть вы считаете вот свой возраст такой, знаете, не пределом, да, и не какой-то унынием и отчаянием? Конечно. Хотя, конечно, мы же женщины в возрасте, на пенсии. Нам сложнее, конечно, вообще говорить на тему красоты, потому что мы прожили вообще-то основной, так сказать, отрезок жизни. А жизнь, она, конечно же, такая не всегда праздник и удовольствие. Там в основном трудности, преодоление. Он откладывает отпечаток, груз, так сказать, да. Но если с этим оставаться, замыкаться в себе, то он так бы как бы оживает, расцветает пышным светом. И вот это вот, некоторые женщины из этого падают духом, опускают руки. Но этого делать, конечно же, не следует. Не следует ни в коем случае. А если говорить обо мне, то я пережила такой период, когда ушла на пенсию, да, вот как-то невостребованность, как-то ненужность, как-то, в общем, вот такой период все переживают. Было такое отчаяние, да? конечно. Думаете, ну что ж, чем же И себя я занять? ну как-то вот решила, стряхнулась, сказала, ну уж нет, жизнь еще не Продолжается? прожита, продолжается. И я в один прекрасный день пошла в университет, поступила в институт переподготовки, Да вы что? получила специальность совершенно противоположную той, которой я работала всю жизнь. Ну, откройте тайну. Во-первых, во сколько лет это было? Это и было в кем вы 60 были до и лет. после? Я решила себе сделать подарок, чтобы в 60 лет я должна получить диплом. Диплом. Я ее получила, я ее защитила на отлично. И с кем вы стали? Я стала психологом. Психологом. А были? А была я финансистом. Вот Я так. уходила на пенсию с должности начальника финансового отдела в государственное учреждение. Вот так вот, да? Да, ну вот так решила круто поменять. Сейчас, правда, иногда сама удивляюсь, что это вдруг так. Ну вот. Поработала по этой специальности, это было здорово, это был хороший опыт. Потом пошла в совсем другую стезю. Теперь я как бы сотрудничаю с газетой. Вы стали писать статьи. Я пишу статьи, беру интервью у интересных женщин, интересных людей. Это вообще в кайф, это в удовольствие. Кайф, говорит у нас Валентина. Это, говорит, в кайф. Да. Ключевая фраза. И, значит, вот сегодня вы решили вот именно с помощью такого, да, хобби, именно написания статей, знакомства с новыми людьми, расширять свой кругозор и как-то развлекать себя, да? Естественно, но не только, потому что физическое состояние тоже очень важно. Важно. Поэтому я утром хожу скандинавской ходьбой, Занимаетесь. да, бассейн посещаю. Еще нашла для себя уникальное занятие абсолютно. Я танцую в группе «Сахатна фитнес». Сахатна фитнес. У нас Да. были эти потрясающие Да, 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 красавицы. Это да. когда танец совмещен, да? Совмещен, да, это синтез физкультуры с танцем. И я прям думаю, что мне здорово повезло, что что он вообще существует, что я узнала об этом, что его нашла для себя. Это такой подзарядник позитива, такого эмоционального и такой зарядки. Это просто уникальное занятие. Совершенно, да. Но сегодня в город женщин вы пришли не просто так, Валентина. Да. Вы решили поделиться секретом вечной молодости, так сказать, да? Нет, тут я с вами не соглашусь. Потому что вот когда мне иногда говорят, ты почему не красишь волосы? Могла бы выглядеть моложе. Но для меня такая задача абсолютно не стоит. Я хочу выглядеть на тот возраст, в котором я... Естественно. Да, но я при этом хочу быть бодрой, жизнерадостной, активной. Вот так вот. Вот так. А каким же рецептом поделится с нами Валентина, мы узнаем сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш эфир, и сегодня мы говорим о женской красоте. И, наверное, даже лучше сказать, что мы прекрасны в любом возрасте. И рядом со мной находится Валентина Соломонова. До ухода на рекламу Валентина сказала, что вот она считает, что все-таки не нужно там красить волосы, себя видоизображать, там, делать пластические операции и так далее. Она считает, что для нее оптимальный вариант – это поддерживать свою естественную красоту. Правильно? Да, правильно.
Что сегодня нам, вы нам пенсионерам, представите? конечно, несколько проблематично, да, покупать какие-то дорогие крема и прочее, но чтобы, в общем, как-то все равно надо ухаживать за собой. И все это можно сделать абсолютно из подручных средств, у которых у каждой хозяйки на кухне. Поэтому, поскольку я всегда и рецепты люблю простые и быстренькие, то такие рецепты я, в общем, вам предлагаю. Ну вот самый распространенный наш любимый продукт – это, конечно, огурец. Мы его натрем. Огурец. Чуть-чуть, А знаете, буквально. огурец же, я даже с детства помню, мама вот отрезала концы и все время прикладывала на лицо. Да, Ты лежишь, да? можно так, абсолютно беспроблемно. Да. Но мы можем его натереть буквально там 1 столовую ложечку протертого огурца. Хорошо, я буду этим заниматься, Да, да? пожалуйста, вы Так, мне вот запоминаем. Да. Трем огурчик, одну огурчик, столовую ложечку. буквально 1 столовую ложечку. Ой, Хорошо. ложку я не взяла. Да, ладно. Так. И Давайте, я чуть-чуть начинаю меда, чуть-чуть меда сюда, чуть-чуть огурца. Мы, в общем, это вот перемешиваем аккуратненько и наносим на лицо. Лучше всего это надо делать, конечно, вечером на ночь, потому что так оно лучше впитывается, и ты не в спешке можешь спокойно в обстановке все это себя То есть привести так. в порядок. Да. Огурец это, конечно, уникальная вещь для косметики, потому что она увлажняет, она питает, она подтягивает кожу, даже отбеливает. Поэтому это вот абсолютно вот так так делаю, вот, правильно? да, вот это. А лучше покрупнее натереть или помельче? Не-не-не, в любом, как тебе удобно, какая у тебя терка. Тут А мед мелочи что нам не важны. сделает, Да, Валентин? главное это. Мед у нас увлажняет, наверное. Да. Да, мед и Питает. питает, и такой, так сказать, очищающий эффект Как имеет. жаль, что формат нашей программы не позволяет мне прямо сейчас это все Да, на себя наложить. нанести, да? А я бы хотела. Да. И следующее, да? Следующее. Это масочка номер Это один. масочка, да, масочка. Хорошо. номер Запоминаем. один. Это Мед и огурчик. Да, мед и огурчик. Яблочко тоже вот то, что всегда имеется в кухне. И вот это тоже очень простенький рецептик. Вот мы его немножко натираем в разных количествах. Творожок, яблочко. И вот можно заменить творог любым кисломолочным, молочным продуктом. Сметанку или йогурт, даже молочко. И сами понимаете, что здесь вот много очень микроэлементов, витаминов. Здесь, значит, калий, магний, и все это будет нам только в помощь. И эту масочку как мы часто должны делать? Эту вообще маску Каждый день надо рекомендуется, ну, раз в неделю. Раз в неделю, или вот кто более так озабочен своим внешним видом, то можно 2 раза в неделю, этого вполне достаточно. Так, яблочко добавляем Да, в вот творог. сюда, да, в творог. Вот так, творожочек смешали. Творожочек Подождите, там смешали. кажется маловато что-то. Ага, яблочко сегодня еще, мастер да, в разных по количествах. Ранее. Потрудиться тебе, Даша. Да. Немножко потрудиться, Так, да. хорошо. И Вот, творожочек, яблочко, и что И мы все, еще? все, А, это всё, вот всё. это все. И вот это можно заменить сметанкой, ну кто что. А сколько минут лежать? Мне кажется, что... 20 минут. 20 Вот этот минут? вот с медом 15. Все-таки она может аллергический эффект иметь. А яблочко и все остальное вот это. А она вот не это. должна щипать? Или там... А тут от чего щипать-то будет, да? Нет, чего она будет щипать? Вот мед может немножко пощипать, да? Теперь у нас самый такой, в общем, продукт общедоступный, и все знают, что вот яйцо – это самое средство косметическое. И вот безотходно, можно отдельно белок. Белок – это эффект лифтинга, подтяжка прекрасная, да? То есть белок подтягивает, желток нет? Ну, так косметологи так говорят, а мы им верим, Да, да? хорошо. И, значит, у нас белок, да, желток, мы немножко растительного масла сюда добавим, желточек. Чуть-чуть Желток. Желток, да, немножко растительного масла. И капнем лимонного сока. Лимончика Да, добавляем. лимончика. Это в желток. Это в желток. Не забывайте, в желток. Да, это в желток. Маслица, Да, желток, масло, лимончик. лимонный сок. Все. Мгм. И перемешиваем. И перемешиваем. Тоже 20 минут маска. И смываем все это теплой водой. И все. И, так сказать, наслаждаемся, будем Живы, так говорить. счастливы, да? Ага. Вот так вот. Теперь у нас белок. Белок просто лимонного сока добавляем чуть-чуть. И тоже можно нанести. Но тут вариаций масса. Можно и то, и другое, потому что это же все натуральные продукты. Никогда не навредят. И все это будет только на пользу. Самое главное, то для нас, для пенсионеров, опять же возвращаюсь, что это все дешево, все это под рукой.
Так что вот, пожалуйста, милые женщины, Мгм. пользуйтесь, не унывайте. Вот Все так. в наших руках. Да, вот смотрите, в понедельник масочка одна, во вторник масочка Да, другая, через день, в скажем среду так, это. масочка творожная, в четверг отбеливаем лицо. Да. И все это можно комбинировать в разных вариациях, и пожалуйста. И будете самой ухоженной и Да, красивой. и будь ухоженной и красивой, несмотря на возраст. Валентина, а что бы вы сказали, вот посоветовали нашим телезрительницам, да, вот, которые, как вы вспоминаете, да, о том, что как ушли на пенсию, сразу так отчаялись, немножечко грусть была. Вот как выйти из этого состояния? Прямо сразу так выйти, да? Ну, там есть каждому как, да. Я, например, люблю слушать музыку. Когда что-то делаю на кухне, вот она очень как-то располагает к хорошему настроению. В радио, там что-то в плеер включил. Можно домашним хозяйством заниматься, еще где-то там потанцевать, да, потанцевать. И это сразу улучшает настроение. Но самое главное, вот простая формула, дорогие женщины. Есть такая формула. Хотеть, знать и действовать. Два первых мы все придерживаемся. Хотеть и мы знать, да. хотим, мы знаем все. Ой, это чтобы я. действовать, это уже так трудно. Это не я. Нет, почему? Хотите Поэтому- знать и действовать. Да, Запоминаем, так дорогие что- зрители, совет от Да. нашей Валентины. Да. Валентин, ну мы с вами не прощаемся. После рекламной паузы мы вернемся в нашу студию, потому что мы решили пригласить к нам в студию психолога, практикующего, который с помощью интересного метода попробует разобраться в нас, во всех героинях, в чем наш секрет красоты, и как-то вот с точки зрения психологии немножечко заглянуть к нам Обязательно внутрь. приму участие, мне это жутко интересно. Очень интересный Да, эксперимент, поэтому оставайтесь с нами, дорогие телезрители, не прощаемся. Буквально через короткую паузу мы вернемся вновь в нашу студию. Елена, здравствуйте, к нам в студию. Итак, что-то у нас в руках она несет такой походкой. Здравствуйте, проходите. Потерялась. Слава Богу. Мгм. Здесь прям в прямом эфире. Возьмите, пожалуйста, этот микрофон. Да. Сегодня прям в прямом эфире мы, значит, посмотрим с девочками, что есть красота. Сегодняшняя передача, Мгм. ведь у нас имеет название «Красота и женщина». Да, Так? да. Мгм. Ну, это один из инструментов психолога, очень удобный. Я практикую вообще с 2004 года. Мгм. В этом году уже 15-й год 15. моей деятельности. Ну, работу я свою очень люблю. Очень любите. Это прям мое призвание. По первому образованию я педагог. Педагог, учитель немецкого языка и Вот литературы. так вот, да? Да. Вот опять же из той серии, да, что можно поменять сферу деятельности, да, учитель иностранных языков, да? Да, да. И затем вдруг решили уйти в Но в психологию. школе я посвятила 4,5 года. И Очень я считаю, много. что в школе или надо оставаться работать, или уходить. Уходить. И вообще считаю, что человек должен учиться всю жизнь. Всю жизнь учить. И в своей профессии, вот сейчас, собственно, мы, психологи, мы постоянно повышаем свою квалификацию, знания, обучаемся. Если мы этого не делаем, то мы не можем и помочь клиенту. Получается так. Вот. И, ну, как я уже сказала, работу свою очень люблю. Работаю в Центре социально-психологической поддержки молодежи и семьи. И, в общем, у вас такая интересная работа, вы помогаете зачастую, да? А вот с точки зрения вот просто женщины, для вас красота не как вот специалиста-психолога, а вот женская красота, в чем она должна проявляться? Ну, это сочетание внутреннего и внешнего, я бы так сказала, да. Без внутреннего, как говорится, мы можем, конечно, наложить какой-то определенный красивый макияж, сделать себе лук, да, как говорят нынче. Но если здесь В душе. не очень-то хорошо, Внешняя говорится. красота. да, внешняя красота, она, Меркнет. конечно, да. Не то, что меркнет, я вообще считаю, что все должно быть гармонично. И на сегодняшний день такая тенденция, люди стали охотно приходить к психологу, не каждый человек может справиться с теми или иными ситуациями.
я считаю, что это правильно, потому что если мы ухаживаем за своим внешним, почему бы нам не поухаживать за своим внутренним, да? Вот. Вот так вот. Хорошо. Значит, сейчас у нас впереди небольшая реклама, и давайте еще раз напомним нашим телезрителям о том, чем мы займемся после рекламной паузы. Во-первых, у нас очень разные героини, да, сегодня за эфир. Это у нас, значит, имидж-стилист, который с помощью своего образа молодится и выглядит на все 100, да. Затем у нас есть девушки титулованные красавицы, совсем молодые девочки. А также у нас есть Валентина, пенсионерка, которая вот считает, что ее естественная красота – это вот ее сила. Вот как и я вот такая сижу здесь и говорю весь эфир, да? Вот каким методом? Значит, мы должны будем выбрать карты, а далее вы нам... Значит, с помощью карт мы попробуем такую общую составляющую, такую картинку, собрать «я» и «красота». И каждая из девушек выберет для себя те карты, которые близки. И вы проанализируете. Да. Ну и, может быть, каждая тоже проговорит, что для них означает этот выбор, да, что они видят за этой картой. Очень интересные эксперименты. Вы такое практикуете очень часто, да? Да. Вообще в работе в своей постоянной, да? Ну и, конечно же, мы сделаем, знаете, такой вот собирательный образ красоты от всех наших героинь, и тем самым вот такое будет логическое завершение нашего эфира. Это будет такое ресурсное солнышко. Упражнение называется «Солнышко». На каждый лучик каждая из героинь выберет для себя то, что для нее является ресурсом. Хорошо. Ну что, я думаю, надеюсь, это будет такой очень интересный эксперимент, и он будет полезен для наших телезрителей обязательно. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. И с нами сегодня Лена Авелева, практикующий психолог, прямо здесь и сейчас в прямом эфире проведет над нами вот такой психологический эксперимент. Оставайтесь с нами. «Город женщин» сегодня говорит на интереснейшую тему «Красота и женщина». Мы вновь в эфире, и прямо сейчас мы начинаем такой интересный эксперимент – психологическое тестирование всех героинь, которые побывали сегодня на эфире. Ну что, Зинаида, просьба подойти к стойке, к нашему уважаемому психологу и выбрать карты. Что она должна думать-то в этот момент? Про что? Зинаида, пожалуйста, посмотрите на эти карты и выберите для себя 3, которые, ну вот как вам кажется, почему-то хочется вам, не знаете почему даже, может быть, но хочется выбрать, да? То есть как-то цепляют. 3 Спасибо. Выбрала Зинаида. Не подумайте, дорогие телезрители, это у нас не карты гадальные, это карты у нас специальные. Метафорические ассоциативные карты. Да? Валентина выбирает. Так. Валентина прямо очень там усердно над этим. Да. Так, хорошо. Дарья, пожалуйста. Не Так. торопитесь, потихоньку можете выбрать, посмотреть, полистать. Так, Дарья выбирает карты для себя, думая о том, что значит красота. Дианочка идет. Отлично, Диана у нас. Напоминаем о том, что сегодня у нас в студии имиджмейкер Зинаида, пенсионерка Валентина, девочки-участницы конкурса «Этнокраса», ну и я, Дарья Анкехова, которая идет выбирать карты прямо сейчас, да? Хорошо. Что я должна думать, ну, вот что мне ближе по душе, вот да? Посмотрите, что прям вам хочется. Глаза выбрать. разбежали. Вот это мое, Так. точно мое. Так, пусть я буду немножечко из этого, и, наверное, вот это мое. Все. Ой, сама набрала, не знаю что. Ну, давайте анализировать. Поднимаем карты, и, пожалуйста, Зинаида, давайте с вас начнем, и зафиксируйте, чтобы это было видно, вот, наверное, на камеру перед вами. Сейчас, ждем комментариев. пожалуйста, каждая из вас расскажите, с чем связан выбор именно той или иной карты. Зинаида, с чем? Что это для вас, что вы видите, какие вы чувства испытываете, да? О чем это? Можно прям попеременно вот так показывать и рассказывать. Микрофончик, Зинаида, Ага. микрофон. Я буду вам помогать. Давайте.
Я, например, девочку с собакой выбрала. А вот так потому можем показывать, что- да, потому зрителям? что Ага. у моей внучки есть собака. И у вас ассоциация. Английский кокер-спаниель. Они очень друг друга любят и очень близки друг с другом. Хорошо, дальше. Быстрее, побыстрее немножечко времени. И вот, семья. Семья семья. для вас это А красота? глобус – это путешествие. Путешествие. Хорошо, весь мир. Спасибо, Зинаида. Так, Хорошо. дальше. Валентина. Валентина. Так, у меня, значит, зонтик, потому что я хочу чувствовать себя защищенной. Вот так вот. Ага, рог изобилия, и само собой, благополучие, достаток. Без этого нет красоты. И, собственно, сама красота, цветы. Прекрасно. Спасибо. Дарья. Конечно же, семья, которая самая важная. Любовь ко всему миру, наверное. И спокойствие. А спокойствие у тебя что? Ну, Радуга, это радуга. спокойствие, да, у тебя ассоциация? Ну, Как хорошо. Ну, хорошо, будет хорошо. Диана, у тебя какие ассоциации? Так, ну на первой картинке я вижу девочку, которая беззаботно так танцует на какой-то поляне. Это ты, да? Это Ой. может быть я. Вторая картинка. Ну, я здесь вижу какой-то праздник, маскарад. Ну, ты только с этого праздника, да? С красы 2019. Да, ну тут какой-то очень волшебный праздник я вижу, какой-то даже Новый год, наверное. Мгм. И на третьей картинке я вижу релакс. Вижу такое спокойствие, и вот хочется побыть на этом месте. Отлично. Ну и мой карточки. Я не знаю, когда увидела эту улыбку, сразу провела ассоциацию. Ну, это я. И, наверное, многие мои близкие согласятся, потому что, ну, я и улыбка, по-моему, идут вместе, да. Не знаю, почему выбрала вот Солнечную систему, планету. Мне кажется, потому что, наверное, ну, все-таки связь с космосом у меня есть точно. И опять же, вот эти шарики, это вот все куда-то, я все куда-то воздушно летаю, и вот какая-то такая беззаботность во мне присутствует всегда. Ну и теперь слушаем психологов. Теперь я предлагаю, значит, пройти к доске по очереди девушек, да? И мы с вами составим общий такой образ, так скажем, да, составляющий, да, я и красота. В серединке я пишу, да, я равняется красота. Пусть будет так, да. И, ну, пожалуйста, вот рисуем первый лучик. Зинаида, что вы можете сказать? Что для вас По Да, карточкам, красота. да, своим? можно и не по карточкам, но можно вообще? опираться и на карточки. Зинаида, вам, пожалуйста. Ага. Красота. Это мой внутренний мир. Так, пишем внутренний мир. Ой, внутренний мир. Мгм. Что для вас ваш внутренний мир? Ну что, чуть-чуть можете. Ну, там все должно быть прекрасно. Любовь ко всему, что ближе к тебе, ко всем людям. Нести надо доброту в мир. Любовь, доброта. Мгм. Спасибо. Следующий лучик, Зинаида. Зинаида, проходите, присаживайтесь. Мы можем еще добавить здесь. Лучиков может быть много. Так, Зинаида, присаживайтесь. Валентина следующая. Ваш лучик. Давайте. Так, ну тут у меня ответ достаточно простой. Я считаю, вообще-то красота – это, во-первых, здоровье. Здоровье мы пишем. Здоровье. Здоровый человек Мгм. и добрый человек. Он всегда красив. Другого ответа у меня нет. Мгм. Здоровье. Следующий лучик мы можем написать доброта. Доброта. Да. Доброта. Мгм. Можете еще что-то добавить, Валентина? Нет, до этого достаточно. Хорошо. Для меня, во Спасибо. всяком случае. Хорошо, присаживайтесь. Валентина, вот, да. Дианочка пошла. Красота, что для тебя? Так, для меня это, наверное, духовный баланс. Так, Духовный пишем, прям баланс. так вот пишем, духовный баланс. Что значит духовный баланс, Валентина? Ну, это когда человек духовно обогащенный, он знает сам себя. Вот. И, наверное, Знание себя. Мы иногда можем чуть-чуть расписывать, да, что для него это значит, да? Знание себя. Хорошо. Что-то еще добавим, какой-то еще лучик? ну, и я считаю, что, наверное, юмор. В каждой красоте есть Прекрасно. частичка юмора. Ага. В чем помогает юмор? Что он дает? Ну, вообще, веселый человек, он всегда выглядит красивым. Всегда вот считаешь, что, ой, человек Юмор это смешной, и есть красивый. красота, да? Да. Хорошо, спасибо.
Вот посмотрите, какое у нас солнышко, да, все становится лучистее, лучистее, да, Так. вместе. Я считаю, семья, поддержка семьи. Да. Это обязательно. Да, семья. Это очень важно. Без семьи ты как бы... Никто тебя поддержать не сможет почти. Мгм. Ну и, конечно же, спокойствие. Спокойствие. Хорошо. Что-то еще добавите? Наверное, нет. Это самое... Ну, для меня я считаю, что это самое Ага. важное. Ну, давайте, чтобы все-таки, девочки, солнышко у нас солнышко. Давайте еще добавим. Так, давайте я добавлю Давайте. свое Дарья, пожалуйста. понятие красоты. Ну, вот судя по своим же карточкам, сам себе психолог, да? Да. Так, оказывается, для меня все-таки это вот я красивая, когда счастливая, да? То есть Мгм. для меня это счастье. Вот, Так, ощущение счастье. счастья. Счастье. Немножко здесь вот как бы счастье это такой общий вид понятия, да? Ну, наверное, вот душевное вот какое-то счастье, вот прям когда я вот прям блещу, лучезарная, счастливая, вот именно Когда на душе прекрасно, на да? душе прекрасно. Да. Ой, вот у меня частенько Ага, такое. На душе так. прекрасно. Так, затем, наверное, я думаю, я красивая, когда я, знаете, такая самоудовлетворенная, то есть когда я Ага. довольна тем, где я нахожусь, чем я занимаюсь, и вот тогда, наверное, это и есть счастье. Удовольствие можем написать? Удовольствие, давайте. Удовольствие. 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 Что вам это дает? Ну, какую-то вот гармонию внутреннюю, само собой, Вот. соответственно, да. Ага. И тогда, значит, и я счастливая, и вокруг меня все сразу счастливы, если я в гармонии нахожусь сама с собой, да. Ну и давайте от вас пару лучиков. Конечно. Я считаю, что красота, ну, здесь могут быть увлечения, хобби, да? Увлечение, хобби. да? Увлечения, хобби, интересы. Ну, одним словом, интересы объединю, да, Мгм. и скажу, немножко приоткрою такую завесу интересы. Сама я занимаюсь в театральной студии. Вот так вот. Да, Это. мой сын учится в детской школе искусств. То есть вы к На- творчеству. да, на отделении искусства театра. М. И мы, родители, имеем возможность тоже заниматься в своей театральной студии. Ну, это прекрасно. Я очень рада, что обрела своих единомышленников. Раньше в студенчестве тоже занималась. И, значит, последний лучик это... Но это дает мне радость. И последний лучик, ну, наверное, природа, потому что вообще мы с семьей любим, очень любим Путешествовать быть в на природу. природе, да, активный образ жизни. Мгм. Мы сплавляемся на байдарках, Мгм. ходим в походы. То есть активный образ жизни тоже приводит Да. тебя вот к той Да, самой... природа, активный отдых. Ну, радость, удовольствие я получаю от Мгм. этого, да? Отдых. Ну, такой некий баланс. Ну вот, и давайте посмотрим на наше солнышко. Мы сегодня смотрели сегодняшняя тема передачи «Женщина и красота». И мы с вами выполнили упражнение, которое называется «Ресурсное солнышко». То есть то, что помогает каждой из нас Мгм. быть в согласии с самой Собой. собой, быть красивой. Лучиков может быть больше, лучики Добавляем. могут добавляться. Мне да? кажется, это такой хороший, очень своеобразный тренинг. Дома можно, да, вот так Упражнение. нарисовать плакат Да-да. и добавлять этих ресурсов. Да. И когда Да. вот И- отчаяние или уныние, или вот думаешь, что-то во мне не так, посмотреть, вот что-то из этих пунктиков нужно сегодня Но сделать. я сейчас еще как бы сделаю добавку, да, к тому, что Давайте. говорит Дарья. На самом деле, когда мы выполняем это упражнение, а здесь может быть любая тема, Мгм. да, ведь? Как, например, мне выйти из состояния уныния или апатии, да? И здесь тоже могут быть такие вот лучики ресурсов. И я предлагаю, например, клиентам выбрать для себя на этой неделе что-то, что он может, значит, себе позволить сделать, да? Ну, здесь у нас как бы общие понятия данные. А клиенты, например, пишут общение с подругами, да, и тогда клиент Детально. да, ставит себе галочку там, где у него, ну, например, здоровье. Можно- Сегодня можно чем-то заняться. Да. Вот сделать масочки от Валентины. да, Почему бы нет? сделать масочки от Валентины, да. Допустим, В сходить. сторону своих интересов хобби посмотреть Да. можно посмотреть. Пошли на конкурсе красоты, поучаствовали, да? Так, и я видела, что девушки там выбирали такую карточку, вот она, кстати. Йога. Йога, да, но это занятие, которое приносит радость и телу, и Душе. да, и душе, да, спокойствие. Можем вот
выделить. здесь. И вот Ну на и этой- в окончании можно встать возле зеркала, надеть шикарный наряд, посмотреть на себя, как это делает наша Зинаида, да, и еще раз сказать для себя: я красивая, я счастливая и я самая замечательная. Я думаю, сегодняшние наши героини яркое тому подтверждение. Ну вот на такой позитивной, замечательной ноте мы завершаем наш эфир. Девочки, попрощаемся со всеми. Пока-пока!